В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В Высшей школе инновационного менеджмента состоялось совещание руководителей и специалистов государственных и муниципальных учреждений культуры республики. Подведены итоги работы за прошлый год и обозначены новые цели и задачи для дальнейшего развития культурных инициатив и программ, направленных на улучшение культурной жизни республики. Наши гости в студии: Марина Силина, заместитель министра культуры и духовного развития республики Саха-Якутия. Марина Владимировна, здравствуйте. Хочется начать с вопроса, какие у нас объекты культурного доступа всегда в поле зрения населения. И за прошлый год появились ли новые здания, проводились ли капитальные ремонты существующих? Спасибо за вопрос. Доброе утро. Я приветствую вас, дорогие наши телезрители. И хотелось бы сказать, что 2024 год стал завершающим для национального проекта «Культура». И наши мероприятия будут проходить теперь в новом национальном проекте, который называется «Семья». Основной исполнитель его является Министерство труда и социального развития. Но два направления в этом большом проекте, региональных направления, это семейные ценности и модернизация культуры, а также старшее поколение. Вот эти два направления будет осваивать наше министерство. И хотелось бы, конечно, сказать, что 2024 год был насыщенным. Мы ввели в строй Дом культуры в селе Талон Чурапчинского улуса. Также осуществлены капитальные ремонты нескольких учреждений, в числе которых это Дом культуры в поселке Беркакит, Центр досуга в Саняхтахском наследии Алекминского района, Чурапчинский музей истории и этнографии имени Савинова и Алданская школа искусств, большой объект. Также хотелось бы сказать, что в рамках инвестиционной программы введен Центр этнокультурного развития и народного творчества Дюмия в Жиганском районе, а также в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Буквально перед Новым годом мы ввели Дом культуры на 150 мест в Самарсунском наследии имени Василия Егоровича Васильева Харысхала, народного поэта, ему присвоено это имя при открытии, а также Дом культуры в селе Ильичей Мегина Кангаласского района. Ну, конечно же, наши проекты продолжаются, и в 2025 году нас тоже ждут не менее масштабные мероприятия. Это, конечно же, ремонт детской школы искусств в поселке Белая гора, строительство, отмечу, нового корпуса Высшей школы музыки, беспрецедентное строительство, а также ввод огромного крупного объекта, это Арктический центр искусств и эпоса, который будет самым большим, наверное, объектом не только на территории нашей республики, но и, скажем так, Дальнего Востока и России. Он открывается уже в этом году? Да, он открывается, определен уже день, это 27 сентября. Ну, то есть уже в новом учебном году так будет символично. Хотелось бы поговорить про Пушкинскую карту, как у нас реализуется программа именно по ней в Якутии. Пушкинская карта — замечательный федеральный проект, который реализовывается в стране с 2021 года. И, в общем-то, за эти 2 года значительно увеличился охват держателей Пушкинской карты. В общем, хотелось бы сказать, что многие не до конца понимают, в чем его смысл. Может быть, я сейчас тоже так объясню. Потому что Пушкинская карта — это карта, которая дается нашим держателям, молодому поколению с 14 до 25 лет на посещение всех объектов культуры и искусства. То есть это выставки, музеи, библиотеки, это различные мероприятия, театральные постановки, кинопоказы. Номинал этой карты 5000, он увеличен по сравнению с 2021 годом. Там было 3000 рублей, сейчас 5000. И вот каждый человек молодой может подключиться к этой программе «Пушкинская карта» и бесплатно посещать наши учреждения. И хотелось бы отметить, что, конечно же, 183 наших учреждения культуры подключены к этой большой программе. Конечно, впереди у нас много еще неосвоенного, скажем так. Нам нужно увеличить охват держателей карт. Сейчас в республике на конец 2024 года у нас более 80 тысяч держателей карты.
И собрали мы продали почти билетов на 100 тысяч рублей. Но это на самом деле не очень большая сумма, как бы кажется, потому что не все у нас еще до конца понимают уникальность этого проекта. И сейчас у нас идет работа как раз по включению новых механизмов, по более углубленной работе с учебными заведениями, с образовательными, с СУЗами, с ВУЗами, потому что именно они, категория вот эта, являются основные, конечно же, наши держатели. Ага, хочу вот еще спросить, раньше, я так понимаю, появились какие-то изменения? Если раньше было до 23 лет, то сейчас увеличился возраст до 25, можно будет этой картой пользоваться. И я так понимаю, через госуслуги ее подключать надо. Да, она подключается, она и тогда, и сейчас она подключается через портал госуслуг. В общем-то, это несложная Очень процедура, она занимает буквально полчаса, скажем так. И мы, когда проводим наши дни первокурсника, крупные мероприятия, закрытие года, мы всегда приглашаем работников и Центра услуг, а также Национальная библиотека у нас такую услугу оказывает. Мы подключаем наших новых держателей. А какие меры поддержки у нас сейчас для многодетных семей, а также семей участников СВО? Что у нас предлагает сфера культуры и искусств в республике? Ну, наша сфера действует на основании указа президента Российской Федерации о мерах социальной поддержки многодетных семей от 3 и более детей. И по этому указу все учреждения культуры предоставляют бесплатное посещение, то есть не все учреждения, а музеи, парки, парки отдыха, выставки – это бесплатное посещение. Также каждое учреждение культуры на своем сайте, а также на своем портале. на своем портале в кассах вывешивает информацию о том, какие льготы предоставляются. Да, это, как правило, 50% скидка, либо полностью бесплатное посещение некоторых мероприятий. Вот. И на сайте Министерства культуры тоже каждый, в общем-то, наш житель республики может ознакомиться с теми учреждениями, которые оказывают эту услугу. С этого года введена такая единая услуга введения QR-кода, поэтому по этому QR-коду любой человек, многодетный или человек, который обладает определенной льготой, может пройти в учреждение культуры без вот каких-либо регистраций сразу по QR-коду. Да, навести телефон, Да, просто совершенно перейти верно. по Да. QR-коду, это очень удобно. Так, а сейчас у нас какие театры вошли в федеральный проект «Большие гастроли»? Хочется узнать, и куда планируются, собственно, эти гастроли? Большие гастроли – это, конечно, уникальный проект Министерства культуры Российской Федерации. Уникальный и беспрецедентный проект, который позволяет осуществлять гастроли по Российской Федерации, а также международные гастроли после уже постсоветского пространства. То есть таких прецедентных акций не было. Практически каждое учреждение, каждый театр, каждая концертная организация практически может выехать посредством вот этих вот федеральных субсидий для того, чтобы показать свое искусство жителям других регионов. Именно на это и нацелена программа, для того, чтобы мы более узнали друг друга лучше, для того, чтобы мы видели себя в пространстве театральном, да, что происходит в Центральной России, что происходит чтобы показать свое искусство международному сообществу. Именно на это. Конечно, хочу отметить, что в прошлом году у нас было 3 коллектива, 3 театра, которые участвовали в этой программе. Это, значит, Сахатеатр, затем, это театр юного зрителя, который осуществил обменные гастроли с калмыцким театром, значит, кукол «Джангар». Это театр кукол нашей республики, который осуществил гастроли в Удмуртский театр кукол также, а также Мирнинский театр, который побывал в театре драмы Кузбасса, и они ответно тоже побывали у нас. В 2025 году нас также ждут интересные события. Я хотела бы сказать, что вот эта программа «Большие гастроли», у нее 2 направления. Это театральное направление,
а также направление «Мы Россия», которое позволяет именно национальным коллективам различным, то есть это и хоры, это оркестры, это театры, ну, как вот, например, у нас театр танца, предположим, как у нас ансамбль скрипачей, могли бы, да, тоже показать свое искусство. И в этом году у нас Национальный театр танца впервые покажет свое искусство в Татарстане и в Башкирии. А также Сахо-академический театр выезжает в Татарстан, в город Буинск, Буинский драматический театр, с которым у нас на самом деле очень большие связи давние. И Нюрбинский театр передвижной едет в Иркутскую область также по этой программе. Это предполагает обмен таким этническим опытом, то есть они могут поменяться, как бы путешествия из региона в регион, и как они получают эту субсидию? Они подают заявку или... Да, они подают заявку, безусловно, через вот как раз Росконцерт, и обычно в конце года ну, как, в общем-то, и везде, по положенной процедуре происходит рассмотрение этих заявок, ну и там уже Росконцерт смотрит, кому выделить. Ну, в общем-то, все равно эта программа позволяет каждому театру в той или иной степени, ну, скажем так, не в этом году, так в следующем, да, показать свое искусство. А есть ли какая-то льгота или там без разницы, сколько должно театров полететь в регионы? Или все-таки есть ограничения? Такого как бы нет. Ну, нет, да. Все равно подают? Они просто смотрят на спектакли, на, значит, репертуар, что везут театры. И, ну и что интересно. Да, участвуют. Да. Ну, мы, конечно, помогаем готовить эти заявки, потому что от правильно оформленной заявки, вы сами понимаете, очень много зависит. Зависит конечно, от одобрения или нет. Да. Как в любом другом конкурсе. Да. Хотелось бы последний, наверное, вопрос. Какие мероприятия планируются у нас в этом году к 80-летию Победы Великой Отечественной и насколько они будут масштабными? Можно даже поподробнее, но интересно. Конечно же, самое большое событие для нашего народа, наверное, этого года, это, безусловно, 80-летие Великой Победы. И Министерство культуры, и культура республики, и искусство республики, безусловно, не останутся в стороне. Нами будет проведено, ну, мы запланировали около 150 мероприятий. Из них я бы хотела отметить это самое, что это от премьеры наших спектаклей театров, ведущих театров. Это 7 премьер будет, а также будет показано, конечно, текущие спектакли на военную и патриотическую тематику. Каждое учреждение культуры готовит свой план, разнообразный, интересный, не шаблонный. И будут, безусловно, большие театрализованные представления, будут кинопоказы, ретро-кинопоказы, новые кинопоказы, да, будут фестивали, будут, конечно же, концерты. И всероссийские акции в них мы, безусловно, тоже будем принимать участие. В частности, акция «Поем двором», которая уже традиционно проводится, и ее ждут, ну, скажем так, не только, ее ждут вообще все жители, потому что это тоже возможность прямо во дворе собственного дома послушать, прикоснуться к произведениям искусства и культуры. Вот. Но множество мероприятий, также, конечно же, создание и выпуска книга памяти, этим занимается наш государственный архив Республики Саха-Якутия. Ну, как я уже сказала, очень много мероприятий, которые, я уверена, будут очень памятными для всего нашего народа. Вот. И цирк готовит новую культурную программу, новую свою цирковую программу. Конечно же, нас впереди ждут еще дни армейской культуры, хотелось бы это сказать, которые проводятся при поддержке Министерства обороны. Мы включились в этот проект. Они будут проходить ориентировочно в июне месяце. И, конечно же, нас ждет федеральный Сабантуй. Это тоже большое мероприятие, в котором также все учреждения культуры будут принимать участие. Летом, кстати, он проведет. Да, Если кто-то хочет, обязательно нужно принять в этом участие. Мария Владимировна, действительно, спасибо за такую актуальную информацию. Я думаю, большой масштаб такой работы будет успешно произведен в этом году. Ну, а я напоминаю, это была программа «Актуальное интервью». До встречи.